Эфир Абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Добрый вечер. Сегодня в программе. За отмену депутатских привилегий группа граждан обратилась с открытым письмом в парламент. О достижениях и планах Ассоциация предпринимателей Абхазии отчиталась о проделанной работе. Водопровод впервые за 25 лет в селе Яштхо завершается прокладка труб. В Центральной избирательной комиссии Республики Абхазия продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в депутаты Народного собрания. По данным ЦИК, на 6 февраля зарегистрирована 131 инициативная группа и 4 политические партии: Айнар, Амцахара, Народный фронт за справедливость и развитие, Форум народного единства Абхазии. Наибольшее количество инициативных групп – 8, зарегистрировано в Галском избирательном округе номер 35. 27 из 33 депутатов нынешнего созыва намерены вновь баллотироваться на парламентских выборах. Кроме того, в числе выдвинутых кандидатов 8 женщин. Это предварительные данные. Количество инициативных групп меняется практически каждый день. Процесс регистрации завершается 10 февраля. Буквально несколько дней назад в социальной сети появилось открытое письмо парламенту Абхазии от граждан страны. Инициативная группа обращается к парламенту с предложением о внесении поправок, дополнений и изменений в закон о статусе депутата Народного собрания. В частности, предлагается ликвидировать на законодательном уровне многочисленные льготы, такие как депутатскую неприкосновенность и депутатскую пенсию. А персональный транспорт заменить несколькими микроавтобусами, которые будут ежедневно доставлять народных избранников до работы. В письме указано еще около 10 пунктов, которые, по мнению инициаторов акции, нуждаются в поправках. Под письмом подписались уже более 200 человек, и это только пользователи социальных сетей. Организаторы акции убеждены, что найдут поддержку у большинства жителей Абхазии. Рената Шакая продолжит тему. Снятие ряда привилегий, в том числе неприкосновенности и льгот с депутатов – это самое главное требование, подчеркивают руководители инициативной группы. Поводом для такой гражданской активности стало массовое выдвижение граждан в высший законодательный орган страны. На встрече отмечалось, что есть серьезные опасения в том, что люди стремятся в парламент не для того, чтобы заниматься решением задач государственной важности, а для получения привилегий. Единственное, что нам остается, обратиться к закону о статусе депутата. Мы к нему обратились и пришли к тому, что в этом законе сплошные права, а обязанностей фактически никаких нет. И если есть даже какие-то обязанности, то они прописаны очень размыто. Вот мы и попытались конкретизировать эти вещи. В парламенте не продумана система фильтров для людей с сомнительным прошлым и сомнительной репутацией, не готовы быть членами высшего законодательного органа страны, считают инициаторы акции. Вместе с тем, как отмечается в открытом письме, история абхазского парламентаризма свидетельствует, что существующая система выборов позволяет, используя статус депутата, скрываться от правосудия, лоббировать личные и коммерческие интересы, внедряться в коррупционные схемы. Если такие кандидаты будут избраны в Народное собрание, то оно окончательно утратит доверие граждан, убеждены инициаторы акции. Участники инициативной группы убеждены, что все люди в нашей стране должны быть равны перед законом, а преференции, предоставляемые отдельной группе лиц, подрывают основы нашей государственности. Самый главный посыл связан с неприкосновенностью депутатов парламента и почему у нас возникло именно опасение, тоже ведется полемика о том, что так во всем мире, и что вот мы не имеем права лишать депутатов неприкосновенности. Но я вам скажу, что в этом составе парламента мы пережили самый большой позор, на мой взгляд, в истории абхазского парламентаризма. Действующий депутат, во-первых, совершил очень тяжкое преступление, во-вторых, он скрывается от правосудия, и в-третьих, он скрывается от правосудия на территории Грузии. Все это позволило сделать та самая депутатская неприкосновенность, хваленая депутатская неприкосновенность, которая, возможно, она нужна в каких-то политических вопросах. И тут мы тоже оставляем пространство для маневра. Мы говорим о неприкосновенности депутата вообще, да, о необходимости снятия этой неприкосновенности для того, чтобы в парламенте не оказались люди, совершающие преступления, чтобы сотрудники правоохранительных органов могли
останавливать не только мою машину или какого-то другого гражданина, если она вызывает сомнения в рамках профилактических мер, но и депутата парламента. В числе предложений инициативной группы 24 рабочих дня отпуска для депутатов, обязательный 8-часовой рабочий день и обязательное участие во всех заседаниях сессии парламента. Сессии парламента должны транслироваться в прямом эфире ТВ. Депутаты не должны принимать никакого участия в приватизации. Депутат должен каждый квартал отчитываться перед избирателями о своей работе, ввести в закон право отзыва депутата парламента, то есть императивный мандат. Помимо этого, депутат должен ежегодно публиковать в СМИ декларацию о доходах и расходах. Я бы с удовольствием внесла такой пункт, как обязательная служба в вооруженных силах Абхазии. Кто-то предлагает ввести понятие дезертирства. Но я думаю, что это примерно идентичное понятие. И вот моя формулировка «обязательная служба в рядах вооруженных сил Республики Абхазия» для депутата, который баллотируется, была бы обязательно. Но тут мы уже говорим не о законе о статусе депутата, тут мы уже говорим о законе о выборах. В открытом письме парламенту также указано, что в случае игнорирования предложений инициативная группа оставляет за собой право призывать избирателей не участвовать в выборах и вынести эти вопросы на референдум. Рената Шака, Алексей Гухова, Абхазское телевидение. С 6 февраля по 3 марта МИД Абхазии проводит прием документов от граждан республики, выпускников средних общеобразовательных школ республики для участия в конкурсном отборе на зачисление в МГИМО, Университет МИД России. В соответствии с распоряжением президента России Абхазии ежегодно предоставляется 5 мест на бюджетной основе для обучения наших граждан в МГИМО. О требованиях к абитуриентам на первом и последующих этапах тестирования в интервью Абхазскому телевидению рассказал заместитель министра иностранных дел Абхазии Кантания. На первой стадии абитуриентам необходимо будет представить в МИД Абхазии следующие документы. Первое – это заявление на имя министра иностранных дел с указанием выбранного факультета. Второе – это копии общегражданского и заграничного абхазских паспортов. И третье – это так называемый табель о рангах, то есть документ об успеваемости за первый семестр. Конкурсные испытания пройдут в начале мая и будут состоять из собеседования на выявление знаний абитуриентами государственного языка, а также гуманитарного цикла, состоящего из испытаний в виде экзаменов, которые будут проводиться на максимально прозрачной и справедливой форме. Конкурсные испытания состоятся, скорее всего, в начале мая. О точной дате мы будем сообщать заявителям. Близится к завершению начатой в июле прошлого года в селе Яштхо Сухумского района работы по прокладке водопроводных труб. Работы ведутся в рамках инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии. Об этом наш следующий сюжет. Все послевоенное время жители села в буквальном смысле страдают от нехватки чистой питьевой воды, а точнее сказать, от ее отсутствия. Приходится брать воду из родников или же покупать, ну или пользоваться дождевой, что, по правде говоря, сложно представить в 21 веке. Вот и сами местные жители еще не верят своему счастью, что совсем скоро из кранов домов будет течь чистая питьевая вода. К слову сказать, семей здесь немало, 400. 25 лет вот так мучаемся. Какой-то вот сейчас люди... Чуть-чуть надежда появилась. Надеемся, пока не верим. Пока надеемся, что эта вода будет. Проект должен был быть сдан еще в сентябре минувшего года, однако ремонтные работы не были завершены к запланированному сроку из-за задержек в финансировании с поставками необходимых материалов. На сегодняшний день уже проложено около 8 километров водопроводных труб. По словам прораба Виссариона Арутинова, помимо труб идет активная работа по установке колодцев. Ставим колодцы в каждом участке, скажем, на поворотах, где развилки. Стараемся везде ставить колодцы, потому что там тоже люди живут, им тоже воду надо. Сами приходят, просят, вот здесь поставьте, там поставьте. Мы это делаем. Идем на уступок жильцам. И так до 6-7 домов в одном колодце врезки можно сделать. Мы выходы оставляем, краны ставим. Я думаю, что пока все довольны, никто пока не жалуется, хватает.
На осуществление проекта по прокладке водопроводных труб в селе Яштхо Сухумского района было заложено 22 миллиона рублей. К концу месяца работы завершатся, и в домах жителей села, наконец, появится питьевая вода. На Алакове Беслан Аджинджал, Абхазское телевидение. Ассоциация предпринимателей Абхазии отчиталась о проделанной работе. Конференция, посвященная итогам деятельности ассоциации, была приурочена к годовщине ее основания. Среди самых важных достижений организации отмечалось участие в разработке 3 законопроектов Министерства экономики Абхазии. Подробности в материале Нисфаршба. Прошедший год был трудный, но успешный, признаются предприниматели. Он был насыщен событиями, которые помогли наладить диалог с различными организациями. Плодотворное взаимодействие было и с Министерством экономики. Удалось поработать над несколькими законопроектами. Она объединила людей, единомышленников, которые готовы заниматься благотворительностью и намерены создать в стране оптимальные условия для благоприятного ведения малого и среднего бизнеса. О роли и значении подобных организаций в становлении и развитии государства на конференции говорил министр экономики Адгур Арзенбам. По его словам, во многих странах мира подобные союзы играют ключевую, определяющую и созидательную роль в развитии, являются катализатором новых идей, влияющих на формирование государственной экономической политики. Качественный баланс, качественное сочетание интересов, в первую очередь, общества, а потом уже интересов власти и бизнеса, и дает тот результат, который должен уже в первую очередь как укреплять и продвигать статус абхазского предпринимателя как внутри нашей страны, так и за пределами нашего государства. Направлены эти усилия должны быть, конечно, на представление интересов бизнеса. И в этом направлении, мне кажется, ассоциации уже есть, что удалось, есть о чем говорить о результатах. На сегодняшний день в Абхазии действует более 8 тысяч активных предпринимателей. Из них около 1400 юридических лиц. Их деятельность позволяет формировать основную доходную часть бюджета республики и создавать рабочие места, подчеркнул Адгур Арзенба. Глава Минэкономики отметил, что многого удалось достичь, в том числе и за счет сотрудничества ассоциации с министерством. Если говорить о показателях в экономике, то валовый выпуск товаров и услуг в Абхазии, если брать 2014 год к 2016, за 2 года увеличился практически на 29%. Это 4,7 миллиардов рублей. Если говорить о внешнеэкономической деятельности, то у нас здесь рост составляет порядка 2,4 миллиарда, если 16 к 15. В совокупности по итогам 2016 года это порядка 24 миллиардов рублей. И рост импорта, несмотря на некоторые опасения, которые были ввиду введения ввозного НДС, тоже состоялся. Это 1,3 миллиарда рублей, практически 19%. О необходимости формирования в Абхазии среднего класса на конференции говорила секретарь Общественной палаты Нателла Акаба. По ее мнению, средний класс не только служит базой для стабильности и развития экономики, но и способствует сохранению политического спокойствия и достижению общегражданского консенсуса. Мне кажется, что очень важной проблемой сегодня для Абхазии является формирование среднего класса. На мой взгляд, сегодня в Абхазии с этим пока не очень хорошо обстоит, и это является причиной очень многих негативных явлений, которые у нас наблюдаются. Я имею в виду, прежде всего, политическую нестабильность и такую разъединенность общества. И в основе этого, мне кажется, лежит усиливающееся социальное расслоение, которое мы все наблюдаем и которое, на мой взгляд, совершенно не характерно для абхазского общества. Это противоречит нашим историческим традициям. Главный посыл сегодняшней встречи – совместная работа по всем направлениям. Бизнес в Абхазии можно и нужно развивать. И для того, чтобы это произошло и появились перспективы, взаимодействие бизнес-кругов, предпринимателей с властью надо продолжить и усилить, убеждены участники конференции. Нисфаршба, Беслан Джинджоля, Абхазское телевидение. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению гидрометеослужбы, завтра в Абхазии ожидается облачная погода. Ночью и утром дождь. Днем погода прояснится. Температура воздуха ночью плюс 4-6, днем 12-14 тепла. Температура морской воды плюс 8.
На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до скорой встречи в эфире.